Так, ребята, сегодня у нас на обслуживании вот такой вот Honda Vezel. Пробег 150 тысяч километров примерно. В общем, проблемы. Уже выжимной у него греется потихонечку. То есть сейчас мы будем скрывать узел, обслуживание проводить. Посмотрим, в каком состоянии у него сцепление, посмотрим, в каком состоянии подшипник. Ну и оттуда будем отталкиваться. Потребует ли дефектовки этот подшипник, мы пока не знаем. Вот, вскрытие покажет. Ну а так, в принципе, приезжайте на обслуживание. У кого 150 тысяч или к 150, раньше даже можно к соточке, уже надо обслужить. Также будем менять ему привод сразу же. Вот хозяин купил новый привод. Машина у нас переднеприводная. Ну, короче, есть нарекания по переключениям передач уже, поэтому не нравится, как едет робот владельцу, поэтому будем разбираться с этим. Также хочу сказать, ребята, у нас полный спектр по этим автомобилям. Мы уже 4 года занимаемся этими тачками практически. Мы уже их изучили, как не знаю что. То есть все знаем. По машинам у нас есть все расходные материалы, жидкостя, масла. Ну и все такое. Есть у нас в наличии даже для двигателя кое-какие запчасти. Форсунки всегда возим в наличии. То есть все, что есть в наличии, конечно, цена подороже, чем во Владивостоке, но оно у меня здесь есть. И все в оригинале. Стараемся покупать оригинальные запчасти для этих автомобилей. Поэтому у кого проблемы по этим автомобилям, приезжайте, диагностируйтесь. Как бы поможем. Чем сможем. Знаний у нас уже для них очень много хватает. И по электрике, и по двигателю мы их уже изучили, и по коробке, и по всем моментам. Также мы будем перебирать коробки передач. Вот. То есть мы будем их дефектовывать тоже, по сути. Научились мы это как бы делать. Ну, не все можно в коробке отремонтировать, конечно, но кое-что можно. Поэтому как бы так. Так что, ребята, обращайтесь в Гибрид-центр. Мы как бы марку свою по этим автомобилям держим. Разбираем Везеля, балку сняли. Шаровые так себе. Слабенькие совсем. Здесь порванный пыльник на рулевой тяге. На наконечнике. Здесь тоже шаровая так себе, тоже лопнутый. Здесь что у нас? Ну, линки тоже так себе, но еще не совсем раздолбанные. Походят еще, в принципе. Более-менее. Так, что еще? Здесь по балке вроде все целое. Сейчас будем скоро снимать коробку. Дроссельная заслонка на машине вообще грязная. Такая вся в усмерть. Стенки все закоксованы. Сняли коробку. Шум от холостого как будто идет. Он сухой. Вообще сухое. Слышишь, да, шары перекатываются. Хе-хе-хе-хе. All around there are some all around there is some I'm also asking for a I'm also asking for a Смотрю сцепление. Так, подшипник у нас версия 26-я версия, самая первая версия подшипника. О, слушай, походу корзина под замену будет. У него второго диска вообще нет. Прям вообще от слова совсем.
Отсюда, походу, у него и есть эти рывки. О, там металл. Смотри, Да, я вижу. накладки нету. Все понятно. Корзина, короче, под замену. Сейчас будем клиенту говорить об этом. Все, что... Фу, от нее прям это... Гарь, короче, идет. Это то, что от второго диска сгорело. Фрикцион весь выходит. Сейчас будем его выколачивать, но... Целостность. Что выжило, а что нет? О! Шарик сразу развалился. Угу. А, он треснутый. Треснут. Да, этот подшипник под замену. Вон он, сепаратор. Треснутый, трещина имеет. Вон. Этот подшипник нечетных передач под замену. Ну здесь вроде целое все, да? Высушено все, как смола. Просто сухое все, ничего нету. Ну. Ладно, хорошо. Главное, чтобы вот этот был целый. Этот, ладно. Сломанный, да? Сломан. Ну все. Раз. Да, в одном месте. Все, холостой ход тоже. Под замену. Под замену. Два, походу, да? Угу. А нет, в одном месте. Ага. Ну, как-то так. Корзинка будет, которая устанавливаться. Так вот. Она уже идет с нормальными дисками. А, как показать? Ну вот у него уже толщина диска достойная. У нас по работам. Сейчас Армен будет отмывать колокол. Снимаем оба сальники меняем. Вот эти вот два штуки. Вот, достает пока. Я уже подготовил подшипник к дефектовке. То есть вот уже буду ставить оригинальный подшипник. Вот, Германи. Никакого Китая. Это уже новый подшипник холостого хода встанет в эту муфту. И также оригинальный подшипник нечетных передач. Вот. Сепаратор новый. Ну, не треснутый, ничего, шары в хорошем состоянии. Все. Этот подшипник у нас не Китай. Словакия. Обязательно. Вот фак. Словакия. Все, вот этот комплект, вот это и вот это будет теперь новым подшипником, можно сказать. Сейчас все это дело запрессуется. Ну и все, будем ставить на этого везеля. Вот старые сепараторы все мертвые. Вот. Как бы так. У нас приехал сегодня Nissan X-Trail Т-32 кузов с ошибкой подроссельной заслонки. Вот, выкатил уже диагностику. Вот, активация воздушной заслонки. Ну, короче, ниже предела. Не может, короче, она нормально заслонкой двигать. Поэтому машина очень пыльная. Очень много пыли. Через воздушный фильтр все выходит. Ну, короче, сейчас буду снимать и адаптировать еще компьютером потом надо. Такой на X-Trail грязный дроссель очень. Вообще жесть. Сейчас будем чистить. Все, подшипник холостого хода уже поставили. Другой. Вот подшипник
нечетных передач, смазанный. Все, подшипник у нас по факту готов. Колокол отмыли, сальники поставили. Оба. Этот и этот. Вот сальники валяются. Ну чё, вроде бы машина у нас калиброваться стала потихонечку. Прошли все основные пункты. Остался последние пункты, все, будем отдавать. Так, испытываем тачку после замены сцепления на новых дисках. Едем. Вибраций никаких, все хорошо работает. Ребята, Prado 150. Произвожу обновление прошивки блока сигнализации Pandora VX 3100. Закачивается прошивка версия 3.64. Ну, вроде там какие-то обновления прилетели, там улучшения, поэтому сейчас мы все это дело обновим. Прадика мы немножко доделали, тут кое-что у нас мозги полоскало после установки, но исправили, в общем. Все, сейчас буду все упаковывать, собирать машину и отдавать клиенту. Покажу, как работает. Так, ребята, сегодня у нас вот такой везель на обслуживании с роботизированной коробкой передач. В общем, у клиента побежал сальник. Скорее всего, сальник коренной побежал. Тут у него все в масле было, вот так вот. Вот капли масла. Масло моторное. Да, я вижу, что у него бежит сальник с коренной. Ну, коренной сальник. Мы его будем менять по-любому. Ну и также заодно у машины пробег еще пока небольшой, но уже подходящий к обслуживанию роботизированной коробки. Подшипник мы будем обслуживать. Вот, в принципе, на нем пробега, по-моему, 150 где-то примерно. Я точно не знаю. Что-то не посмотрел пробег. Но, в принципе, корзина, видно, что хороший цвет, не жареная. Здесь очень много масла. Вот. И фрикционной пыли. Значит, диски надо будет посмотреть, в каком состоянии. Подшипник крутится вроде неплохо, но он сухой, потому что по инерции спокойно крутится. Вот. Сейчас мы достанем сцепление, обслужим, поменяем все сальники. Я думаю, этот везелечек еще походит. Машина готовится куда-то ехать на дальняк, поэтому лучше обслужить, нормально все сделать, чем потом приехать где-нибудь между Амурской областью и Якутском, встать. Эвакуаторы сейчас очень дорогие, поэтому как бы лучше отремонтировать. Ну что, установлена сигнализация Pandora VX 3100 на Prado. Обновил прошивки. Ну и в принципе сейчас буду показывать работоспособность. Работает она в нескольких режимах. То есть есть режим hands-free, на охрану ставится. Также снимается с охраны с помощью hands-free. Вот. Надо, чтобы при этом условии только были ключи. Вот. Потом есть брелок. По брелку она тоже ставится на охрану. Вот. И снимается с охраны тоже по брелку. Но чтобы снялась с охраны по брелку, надо 2 раза нажимать. Вот. Тогда она будет открываться. Все. Дальше ставим на охрану по брелку. Можно сделать автозапуск с функцией мягкой посадки. Все. Запустили с брелка. Можно также с приложения запускать. У этой сигнализации есть приложение Pandora Online. Вот. Ставится как на Android, так и на iPhone, в принципе, без проблем. Все, тачка у нас завелась. У нас есть 30 секунд дойти до машины, в принципе. И можем ее открыть как по hands-free, так и по брелку. Разницы нет.
Можно по брелку снять с охраны и открыть машину. Ну, допустим, по брелку. Раз. И открыли машину. Так, ну второй кнопкой надо открыть машину. Вот, открыли машину. Все. У нас есть 30 секунд, чтобы нажать вот эту кнопку 2 раза, чтобы двигатель не потух. Раз. Разблокирует рулевое колесо. 2. Подает зажигание. Все. При этом условии мы садимся в автомобиль, и тачка у нас не глохнет. Мы просто берем, нажимаем передачу и поехали куда хотим. Все. Также есть функция постановки охраны с работающим двигателем. Это у нас очень полезная функция, когда мы, допустим, при минус 50 мороза не хотим глушить машину, хотим просто выйти, пойти в магазин и купить продуктов и вернуться обратно, снять машину с охраны. Когда машина в охране, даже при разбитии стекла машина будет глохнуть. Вот, сейчас я покажу, как это делается. Трудно 2 руками, но, допустим, поставить на охрану, надо 2 кнопки зажать, первую и третью. Все, мы поставили ее на охрану с работающим двигателем. На брелочке очень сильно понятно, что как бы охрана с работающим двигателем. Все. В принципе, все работает. Купили продуктов, пришли, сняли машину с охраны кнопкой и открыли двери. Сели, поехали спокойно. При этом условии машина не глохнет. Вот. Ну, летом эту функцию использовать не нужно. Можно просто заглушить автомобиль и заводить автомобиль при летнем режиме просто с кнопки. Вот. Ну и все, в принципе. Можно заглушить машину в летнем режиме. Уйти куда-нибудь домой, допустим. И поставить машину на охрану уже с помощью функции hands-free. Все работает, все реализовано. Pandora. Хорошая очень сигнализация. Просто ей надо уметь пользоваться и грамотно подключить. Все, сняли коробку с этого, везли сегодня. Вот так вот и все грязное. Пыльник сочился. То есть сальник мокроватый был. Малышок мокрый тоже, смотрю, да? Как будто бы. Ну, мокроватый. Этот сальник вообще прям потек весь. Весь мокрый прям. Будем менять. Подшипник у него 48-я версия. Сухой. Сейчас будем его смазывать. Ну чё, вышибли мы подшипник с корзины. Убираем выжимной подшипник с этого везеля сегодняшнего. Он полностью сухой, но на нем сегодня вижу, что сепаратор целый. Все хорошо. Это нормально. Подшипник 2014 года. Так, с корзины очень много пыли фрикционной вышло. Ну, корзинка, я бы сказал, в половину диск еще походит. Приговаривать не будем корзину в этот раз. Еще походит.
Сейчас, видите, подшипник. Тоже очень сухой. Сепаратор целый, четкий. Крутится более-менее еще пока. Ну и смотрим. О, треснутый. Да? Холостой, да, треснутый. Вот он. Угу. Холостой подшипник под замену. Так как треснутая основа. Ну, этот сепаратор. Вот оно. Разъединение идет. Отсюда у него и нагрев идет. И шум подшипника. Разумеется. Что, надо его разбирать, дефектовать. Все, подшипник обслужен. Будем втыкать его в машину. Дали ему новую жизнь. Коробку тоже отмыли. Оба сальника поменяли на коробке. Первичного вала и молоток. Все поменено. Здесь вот все новенькое. Поэтому можно ставить коробку назад. Масло залить в нее. И все. Здесь тоже Армен поменял сальник. Все отмыл. Все чистенько. Никаких проблем. Этот тоже смазали. Подшипник. Все. Осталось все собрать. Корзину продули, почистили. Корзина такая себе. Ну, 50% дисков еще походит, но я думаю, недолго. Вот. Потому что диски уже тоненькие. Надо, по идее, корзинку менять будет. Но 1100 должна отходить. В принципе, до следующего обслуживания. До следующего обслуживания, да. Да, она походит. Ну, короче, сгорит уже сцепление. В следующий раз уже все, уже как бы ничего не сделаешь. Ему можно только продлить какую-то жизнь, но все деталюшки все равно изнашиваются. Поэтому как бы дальше уже новое сцепление купите в коробочке. Это ваша дроссельная заслонка. Она прям вообще жестко черная. Тоже ее помоем перед установкой. Ну, в принципе, все на этом. Mine is chrome. Where'd I get this wrist full of shiny stones? By writing these live hooks, rhymes, and poems. Swollen his back to reclaim the throne. Kingdom come, bass lines, and bring them drums. This is game time, play mine, we're number one. Kingdom come, bass lines, bring them drums. This is game time, play mine, we're number one. I'm a jacked up motorhead, yup, sipping a soda pop. Trouble on my block, not a shock, we don't go to cops. We make house calls with shotguns and loaded glocks. Golden platinum plaques back to back, cause we sold a lot. Every day I come home with more than I left with. Writing raps, setting traps, getting cash on my extra. A battle axe attached to my necklace. Fuck around, that's a death wish. I'm building with my fans to perfect this. Especially fresh to death, that's what the click is. People say you're mad child, that white boy the sick is. Ridiculously particular, kicking up dust. Definitely the next blow, so shut the fuck up. Back to reclaim the throne, but brought some friends along. We got the Bentley, got the Benz, we got the engines on. Bitches in bikini, studio at the crib. I'm in the hot tub popping pills and eating ribs with a bib. I'm drinking Pepsi, watching Scarface in the theater room. Two cuties rubbing my shoulders, putting me in the mood. Life's good, and I ain't got no problem sharing the wealth with my bros. No point in being at the top of yourself. Nice whip, yo, mine is fast. Where'd I get this fat pocket full of cash? I'm selling yayo, Mary Jane and hash. Battle axe is back, and yeah, we came to smash. Kingdom come, bass lines, and bring them drums. This is game time, play mine, we're number one. Kingdom come, bass lines, bring them drums. This is game time, play mine, we're number one. Baby, I know you see me looking hard through binoculars. Young money, fat knots, African rocks for you. KC, battle axe, cha-ching, we mop it up. Vanity dot, nobody stopping us. Rappers talk tough, end up calling the cops on us. You'd rather shoot it out, you don't want a box with us. Pocket full of